Мы с гордостью хотим сказать, что, несмотря на то, что ассоциация была зарегистрирована всего лишь в ноябре месяце, за нашими плечами уже два потрясающих огромных проекта. Это Одесская резиденция Святого Николая в Савранском районе в селе Осочки. Это Рождество на Дерибасовской. И сегодня состоялось потрясающее важное событие. Это подписание трехстороннего меморандума о сотрудничестве в рамках программы «Новый шелковый путь». То есть Китай, Узбекистан и Украина сегодня в лице бизнеса, в лице туроператора, в лице других представителей подписали этот важнейший документ, который является началом, собственно говоря, очень серьезного проекта, по которому мы сможем принимать, Одесса, в первую очередь Одесса, сможет принимать и туристов, и развивать бизнес, который связан со всеми странами, лежащими на вот этом вот новом шелковом пути. Дело в том, что китайский турист – это тот турист, который не поедет в одну отдельно взятую страну, да? То есть, поскольку есть специфика культуры, есть специфика их путешествий, они обычно ездят по маршрутам, которые в составе которых находится несколько стран, городов и так далее. Поэтому для Одессы это очень важно, поскольку частью этого одного из маршрутов, а может быть и многих, нескольких маршрутов, Одесса будет принимать китайских туристов. Но мы под китайскими туристами подразумеваем не только тех туристов, которые приезжают смотреть достопримечательности. В рамках Ассоциации развития туризма «Большая Одесса» сейчас создается еще и конвеншн-бюро, которое позволит принимать, и очень плотно уже работается над этим, позволит принимать бизнес-туризм. То есть крупнейшие мероприятия, связанные с бизнесом, мы имеем возможность в рамках этой программы также проводить в Одессе.